Смотрите в программе «Медучреждения» опровергли информацию о том, что в больницах не хватает мест для больных коронавирусом. В некоторых населенных пунктах уже вовсю идет снег. ГИБДД напомнили о правилах безопасного движения на трассе. Якутянин спас кобылу, упавшую в колею возле Немигюнца. Обессиленное животное вытащили при помощи автомобиля и троса. Продолжаем эфир телеканала новостями к этому часу. Кабмин одобрил проект выделения средств на выплаты детям от 3 до 7 лет. Документ позволит в полном объеме обеспечить помощь в размере 50% регионального прожиточного минимума. Ее получат семьи, в которых средний душевой доход не превышает величину прожиточного минимума и есть дети от 3 до 7 лет. Станции скорой помощи Якутска опровергли информацию, распространившуюся в соцсетях, что в больницах не хватает коек. Как говорят медработники, у них нет врачей в ковидных бригадах, там работают фельдшеры. Скорая не может оставить человека с сатурацией кислорода в крови в районе 85-92% дома. Это тяжелые больные, бригады забирают всех с сатурацией ниже 95%. И интервью, с которого пошло распространение, давал вовсе не медик. Такой комментарий дала главврач станции скорой помощи столицы Татьяна Андросова. Ранее распространилось сообщение о том, что пациентов с менее чем 40% поражения легких не госпитализируют. В настоящее время в республике развернуто более 2100 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки на территории Якутии зафиксировано 128 случаев коронавирусной инфекции. Таковы данные оперативного штаба. Из них в Якутске 72, в Нерюнгринском районе 19, в Мегино-Кангаласском 5, в Амгинском, Мирнинском, Хангаласском по 4, говорится в сообщении. Также в Верхневилюйском, Татинском, Усть-Майском и Чурапчинском районах зафиксировано по 3 случая, в Сунтарском, Усть-Алданском по 2, в Верхоянском, Жиганском, Намском и Аймиконском по 1 случаю. За сутки в регионе от коронавируса скончалось 2 человека. На днях глава Якутии подписал указ, согласно которому предприятия республики будут проводить дезинфекцию помещений с закрытием объектов каждую неделю. Но многое зависит от самих граждан. Как видно из статистики, суточный рост заболеваемости по сравнению со вчера составил 16%. Правила эпидбезопасности напомнит Иван Лазаренко. Многие уверены, маска не панацея и защитить от вируса не сможет. Но при правильном ее ношении, частой смене, достаточном прилегании к лицу и максимальной стерильности эффект защиты вырастает в разы. Риск заражения, он зависит от концентрации вируса, который попадет в организм. То есть если больной человек без маски чихнет на здорового человека без маски достаточно близко, то там риск заражения 90-95%. Но если оба эти человека будут в маске и, допустим, находиться друг от друга в 2 метрах, то риск заражения резко снижается и там составляет 5-10%. В своем недавнем обращении к населению республики глава региона Айсен Николаев также напомнил о личной ответственности каждого в том, чтобы помешать вирусу распространяться дальше. Конечно, никто не в силах заставить взрослого человека соблюдать все меры предосторожности. Никто не может постоянно контролировать, носит ли он маску в общественных местах, моет ли он руки, не посещает ли он массовые мероприятия. Но каждый из нас обязан отдавать реальный отчет в своих действиях, зная, что из-за коронавируса умирают люди, которые даже несмотря на возраст и болезни могли бы жить еще дольше. Аптеки республики имеют достаточные запасы лекарственных препаратов для лечения коронавирусной инфекции. Росздравнадзор отслеживает наличие в аптеках гидроксихлорохина, азитромицина, интерферона альфа, орбидола, амоксиклава и парацетамола. Однако не стоит забывать, данное лечение носит скорее сопутствующий характер. Эти препараты не были созданы именно против коронавирусной инфекции. Лечение, оно все-таки такое сопутствующее. Нету, до сих пор не разработано какое-то эффективное противовирусное средство против коронавирусной инфекции, то есть которое вот со 100% надежностью можно сказать, что приняв это лекарство, эта болезнь отступит.
Поэтому при обнаружении у себя первых признаков ОРВИ, температуры тела выше 37,5 градусов, кашля, одышки, боли в горле или грудной клетке, насморка и других симптомов, необходимо немедленно самоизолироваться, перейти на удаленный режим работы, не посещать никаких общественных мест, пресечь любые контакты и, конечно, вызвать врача на дом из поликлиники по месту жительства. Иван Лазаренко, Анна Васильева, Владимир Павлов, Якутск. На фоне принятых мер региональное министерство предпринимательства отправилось в рейд по торговым точкам и магазинам, чтобы проверить, соблюдаются ли требования к дезинфекции, дистанцированию, масочному режиму и другим. В выходные, как правило, эти объекты переполнены посетителями и риск заражения вырастает в разы. В рейд отправился и готов рассказать о первых результатах проверки Александр Хавренко. Выходной день. Торговые центры и предприятия общепита переполнены посетителями. Практически на каждом торговом павильоне висит объявление о необходимости соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Каждый продавец обязан носить маску и перчатки. Также им позволено не обслуживать покупателей, нарушающих санитарно-эпидемиологические требования. Неадекватных я еще пока не встречала. Ясно. Надевают перчатки, обрабатывают руки. Сегодня мы проверили Белое озеро, торговый дом. Посмотрев всех продавцов, имеются перчатки, маски. То есть, грубо говоря, замечаний пока нет в отношении них. В магазинах с выполнением требований все более-менее хорошо. А как обстоят дела на объектах общепита? В большинстве ресторанов и кафе персонал в масках и перчатках. На полу разметка, а столы расставлены на расстоянии не менее 2 метров. Однако в одном ресторане в этот день была запланирована свадьба. И, скорее всего, ресторану стоит сегодня ждать незваных гостей в виде сотрудников административной комиссии. При нарушении, во-первых, мы выдаем предостережение о том, чтобы они исправили те нарушения, которые выявлены. А при повторном нарушении уже будет составляться протокол о административном правонарушении. Подобные рейды на территории города будут проводиться регулярно. Так что владельцам магазинов и точек общепита лучше заранее позаботиться о наличии сотрудников масок, перчаток и дезинфекторов, чем потом выяснять отношения с административной комиссией. Александр Хавренко, Григорий Николаев, Якутск. В Хангалском районе в результате ДТП погиб мотоциклист. На улице Центральная села Бестях 30-летний водитель, управляя мотоциклом ИЖ Юпитер-5 без государственных регистрационных знаков, не справился с управлением и совершил опрокидывание транспортного средства. От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда скорой, а его 25-летний пассажир с травмами головы был доставлен в хирургическое отделение города Покровска. Во многих районах республики уже выпал первый снег, местами мокрый или с дождем. Из-за перепадов температур на дорогах отмечается гололед, местами сильный. Это может спровоцировать дальнейшее осложнение дорожной ситуации. Автомобилистам необходимо соблюдать скоростной режим, учитывать наличие осадков, снижающих сцепление колес с дорогой, при торможении и маневрировании. Не следует превышать скорость, совершать необдуманные обгоны, перестроения, другие маневры. Соблюдайте дистанцию и интервал при движении. В условиях гололеда тормозной путь увеличивается в разы. Возможны заносы транспорта. Водители и пассажиры транспортных средств должны быть пристегнуты ремнями безопасности. Они по статистике снижают тяжесть травм в случае ДТП. Федеральный проект формирования комфортной городской среды продолжают реализовывать в Якутии. В частности, в столице, в Якутске, благоустраивают сквер ямщиков на перекрестке улиц Чернышевского и Красноярова. Также строят сквер к 250-летию землеустройства на улице Дзержинского. А самым крупным объектом считается проект на озере Талое. Всего на реализацию федерального проекта в регионе в этом году направили более 347 миллионов рублей. Из них свыше 250 миллионов из республиканского бюджета. В текущем году благоустроят и построят 54 объекта. Оттуда больше половины дворовые и 8 общественных территорий. Очень важно, когда такие проекты делаются совместно с архитекторами. Наш центр компетенций, который мы создали специально по поручению главы, задача его помочь муниципалитетам, жителям, инициаторам, вообще всем, кто занимается благоустройством. Например, вот этот
детский комплекс. Впервые такой в Якутске установлен. Это российский поставщик наш двор. И вот благодаря фонду будущих поколений мы получили, например, вот эту площадку саму. Да. Посмотрите, какое покрытие. Покрытие на самом деле очень простое, обычное резиновое, но архитекторы, у них же очень интересные мысли. Вот молодые архитекторы всего-навсего просто сами вышли и по своему проекту расписали вот резиновое покрытие. Сразу получилось более интересное такое. Житель Якутии спас кобылу, упавшую в колею возле Немигюнцев. На кадрах, попавших в нашу редакцию, видно, как лошадь уже даже не пытается подняться. После долгих раздумий, как помочь животному, мужчина принял решение поднять кобылу с помощью своего автомобиля и троса. Буквально со второй попытки ему это удалось. В конце лошадь поблагодарила своего спасителя громким ржанием, а потом и вовсе захотела пойти с ним. Ат быганна варда бе. Да, мақтал да. Эй, молодец, бахывай. Вот так. Это вся информация к данному часу. До встречи в следующем.